В большом зале администрации Эжинского района достаточно посадочных мест. Власти ожидали, что к открытому обсуждению проектов присоединятся и рядовые эжинцы, однако то ли информация об этом слишком поздно появилась в СМИ, то ли сама инициатива у жителей района пока недостаточно сильна. Тем не менее, обсуждению быть, тем более, что и сами проекты уже готовы. Это вполне конкретные разработки того, как в будущем руководство района хочет видеть некоторые из своих общественных территорий. К примеру, парк-сквер в самом начале улицы Мира. Хочу сразу сказать, что этот проект у нас в этом году уже будет, в 2019-м. Начнется его реализация. Да, начнется. Вот справа внизу вы видите, приблизительно то, где мы хотим в этом году провести, но учитывая то, что 350 тысяч там совсем небольшая сумма, мы заявляемся на следующий год тоже, чтобы продлить уже его еще дальше. Пока эта парковая зона имеет совсем неприглядный вид. Старое покрытие снимут, на его место ложат новое. Что это будет асфальт или плитка, будет решено позже, когда станет понятно, какими средствами администрация будет располагать. Пока под каждый проект предполагается получить по 300 тысяч из республиканского бюджета. Еще по 50 тысяч готов вложить сам муниципалитет. Итого, общая сумма на реализацию может превысить 1 000 000 рублей. И судьба этого дополнительного финансирования напрямую зависит от активности самих граждан. Стоит главная задача – побудить гражданскую ответственность и активность наших граждан. Граждане считали себя причастными ко всему, что делается в районе. Не оттуда, откуда сверху что-то спустили. Просто выделяется определенное количество средств, а жители должны принять решение о том, что необходимо сделать то или иное именно в настоящий момент. До конца апреля во всех муниципалитетах проходят подобные собрания инициативных граждан по отбору проектов в программу «Народный бюджет». Сегодня пик этой работы. И, как отмечают координаторы, радует, что в этом году во многих муниципалитетах к этой работе власти на местах подходят комплексно. Граждане к программе подключаются все более активно, а главное – осознанно, понимая, что это действительно возможность решить проблемы общего быта. Радует, что именно люди все больше проявляют свою инициативу. Потому что раньше, я могу сказать, что было примерно следующее. В силу недостатка информированности чаще муниципалитеты, администрации сами предлагали проекты, и люди выбирали из них, из проектов предложенных. И из собственных проектов общество мало выдвигало. Сегодня ситуация меняется, и это очень лично меня радует. Люди бывают абсолютно без какого-либо участия администрации, сами предлагают по 10, даже по 15 проектов на собраниях. При этом в рамках народного бюджета есть и направление по поддержке предпринимателей. И с прошлого года некоторые из них уже активно включились в проекты. Так, на днях в Шошке Книжпогосского района один из местных бизнесменов предложил проект по приобретению дисковой бараны. Жителям города такое и в голову бы не пришло. А там у населения, как выясняется, есть немалый спрос. Вопрос также был вынесен на общее собрание. Пришло ни много ни мало 70 человек, и все проект поддержали единогласно. Вот так гражданская инициатива одного из предприимчивых селян привела к общему благу всей Шошки. Любовь Лапина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.